Садабүбі Адылбекова всегда рассказывает своим детям и внукам о подвигах отца в Великой Отечественной войне. В данный момент она с родственниками готовится к участию в предстоящей акции «Бессмертный полк». По ее словам, Сооронбек Адылбеков освобождал от фашистов в общей сложности 18 городов СССР, в том числе Таганрог, Одессу, Минск и Брест. Он рассказывал нам, как освобождал не только советские города, но и европейские. Он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Венгрии. Он с огорчением говорил, что не дошел до Берлина. Отмечу, что он воевал обычным пехотинцем и в буквальном смысле прошагал пол Европы, освобождая народы от коричневой чумы. Также он часто рассказывал, как он не смог отдать честь самому маршалу Жукову из-за сильных морозов. Он тогда, оказывается, стоял в карауле. Сооронбек Адылбеков был призван в армию в 1939 году из села Боотерек, тогда Ленинпольского района, ныне Бакаитинского района Таласской области. В 1941 году одним из первых отправился на фронт защищать родину. Домой он уже вернулся в конце 1945 года. Когда он вернулся с войны, познакомился с моей матерью, и они поженились. Всего нас 8 детей, я третья из них. Он мне рассказывал, что в послевоенные годы в стране наблюдался голод, не хватало продуктов. Мой старший брат, оказывается, всегда просил хлеба, а отец всегда думал о своих детях, чтобы они не остались голодными. Спасибо родителям, что они нас вырастили и сделали образованными. Низкий им поклон. Участник войны Сооронбек Адылбеков благополучно вернулся после победы, создал семью. Многие годы работал в родном колхозе механизатором. Дочь ветерана говорит, что он, несмотря на послевоенные трудности, смог воспитать и вырасти всех своих детей. Он скончался в 1984 году в возрасте 77 лет. Эрмек Куренкеев, Чакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.